Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 10 августа. С добрыми делами в новый учебный год. Республика присоединилась к ежегодной акции «Собери ребенка в школу», которую проводит партия «Единая Россия». Акция уже превратилась в хорошую традицию. Так, в прошлом году более 1000 ребят из Чувашии получили рюкзаки и канцелярские товары. Школьные принадлежности передают малообеспеченным и нуждающимся семьям. Особое внимание уделяется детям участников СВО и юным жителям новых регионов страны. В частности, ребятам из Бердянска. Напомню, Чувашия взяла шефство над этим районом Запорожской области. К слову, подарить праздничное настроение перед Днем знаний может каждый желающий. Нужно лишь принести наборы для детского творчества, канцтовары и рюкзаки в региональные или местные общественные приемные партии до конца августа. В ходе акции также проведут мониторинг готовности пришкольных территорий спортплощадок к началу учебного года вместе с родителями. Они лично оценят качество выполненных ремонтных работ. А теперь к другим темам. Пушкинская карта – это возможность для молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. Но пользоваться ей может только ее владелец. Купленный по карте билет нельзя подарить или перепродать. На это обратило внимание Министерство культуры страны. В ведомстве провели проверку и обнаружили, что некоторые пользователи пренебрегают правилами программы. Минкультуры сообщили, теперь однократное нарушение повлечет за собой блокировку карты до конца календарного года. Повторную блокировку на 365 дней. А третье нарушение будет означать бессрочное исключение из программы «Пушкинская карта». В третье воскресенье августа впервые в 12 часов дня в небе над Чебоксарами засияет звезда. Какой день города без авиашоу? И в этом году нашими гостями станет пилотажная группа «Звезда», которая как раз продемонстрирует свое мастерство над Чебоксарским заливом 20 августа в полдень. Авиашоу организовано Национальной авиационной ассоциацией и администрацией города Чебоксары. Во время показательного выступления зрители увидят групповые проходы и соло-программу с пиротехническими эффектами. В составе «Звезды» 5 самолетов. За штурвалами опытные профессионалы, среди которых Владимир Ильинский, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на планерах. Республика всегда славилась своими дубравами. Поэтому символичным стало проведение в нашем регионе семинара-совещания «Дубравы Чувашии. Прошлое, настоящее и будущее». В Чебоксарах встретились ученые и представители органов власти Чувашии, Татарстана и Нижнего Новгорода. Сначала участники побывали в роще Гузовского, в столице республики, где возложили цветы к обелиску известного ученого-лесовода. А затем гости посетили старейшину чувашских дубрав. Напомню, самый крупный дуб республики, растущий в Маргаушском округе, в этом году стал победителем национального конкурса «Российское дерево года». В ходе семинара обсудили вопросы современного состояния дубовых насаждений в разных регионах Поволжья. Поговорили о том, как сохранить дубравы от усыхания и повреждения вредителями. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, есть большой опыт выращивания дубовых насаждений на территории Чувашской республики, поэтому в рамках текущих вопросов, проблем, то есть это очень актуальная тема, но и стоит ее развивать в дальнейшем. Сегодня день попутного ветра. Пусть он принесет вам удачу во всех делах и начинаниях. Отличного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».